И снова здравствуйте. На канале Абхазского телевидения информационный выпуск Амшек Шара, в студии Алиса Шамба. Сегодня в программе. Экономические приоритеты обозначены. Кабинет министров утвердил индикативный план социально-экономического развития Абхазии на 2017 год. Иналаповские чтения. В Абиге открылась 3-я международная научная конференция. Климатические изменения и экосистема шельфа Абхазии. Репортаж с Международного научного форума в Институте ботаники. В начале выпуска о новом назначении президент Рауль Хаджимба подписал указы о назначении министром иностранных дел Республики Абхазия Даура Кове, сообщает официальный сайт главы государства. Даур Вадимович Кове родился 15 марта 1979 года в городе Сухум. В 2000 году окончил Башкирский государственный университет по специальности юриспруденция, специализация правового обеспечения внешнеэкономической деятельности. С этого же года работает на различных должностях в Министерстве иностранных дел Абхазии, а затем и в структуре Кабинета министров республики. С ноября 2014 года Даур Кове работает в должности начальника управления протокола президента Республики Абхазия. Указом президента Республики Абхазия присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1-го класса. Президент Рауль Хаджимба принял делегацию абхазской диаспоры Иордании. Открывая встречу, президент отметил, что диаспора за рубежом и граждане, проживающие в Абхазии, являются единым народом. Рауль Хаджимба отметил, что в настоящее время Абхазия находится на пути своего становления как современного независимого государства. Абхазская диаспора должна в этом играть не последнюю роль, сказал Хаджимба. При этом президент подчеркнул, что Российская Федерация существенно помогает республике развиваться, но, по его мнению, Абхазия должна приложить все усилия для самостоятельного развития. Представители диаспоры поблагодарили Рауля Хаджимба за теплый прием и вручили ему памятные подарки. Об этом сообщает официальный сайт президента Республики Абхазия. Правительство утвердило индикативный план социально-экономического развития Республики Абхазия на 2017 год. Проект подготовлен Министерством экономики Республики и представлен сегодня на заседании Кабинета министров. Репортаж Амрамичба. Индикативный план социально-экономического развития Республики Абхазия на 2017 год основан на фактических показателях предприятий и организаций за 2015 год, а также для достоверности показателей и за 2 квартала 2016 года, отметил замминистра экономики Батал Тарба, представляя проект. Совокупный объем товаров и услуг на 2017 год запланирован в размере 88,8 миллиардов рублей, и по оценке Минэкономики страны наблюдается существенный рост. Запланирована следующая ситуация. Ведущей отраслью самой наибольшей долей участия в экономике является торговля 52,1%, а также повышается удельная доля промышленности 11,6%. Строительство 12,8% составит, курорты и туризм 6%, платные услуги населения 5,1%. Что касается динамики роста отраслевых показателей по сравнению с плановыми показателями 2016 года, по нашим оценкам, промышленность вырастет в следующем году на 27,7%, совокупный объем производства составит 6 миллиардов рублей. Совокупный рост по отраслям экономики составляет 7,6%, то есть составит 51,7 миллиардов рублей. Кроме того, запланирован рост в отрасли сельского хозяйства на 20%, то есть с 7,6 миллиардов рублей до 9,2 миллиардов рублей. Мы планируем, что прибыль предприятий и организаций в следующем году вырастет на 23,1%, то есть с 3,4 миллиарда рублей до 4,1 миллиарда рублей. По прогнозам Минэкономики, экспорт будет превалировать над импортом, что связано в том числе и с развитием местного производства. Именно этот факт отметил как положительный и глава правительства Беслан Барциц. Разница была порядка 21 миллиона рублей. Это почти 8 раз, когда импорт превалирует над экспортом, но на этот год мы планируем разницу, это порядка будет 16 миллиардов, это сокращение почти на 5 миллиардов, то, о чем мы всегда говорили, за счет чего это достигается, прежде всего, наверное, за счет тех, которые выходят на внешний рынок, это такие позиции, как и рыба, и сельское хозяйство и так далее. Говорить о успешном развитии экономики, где 8-кратное превышение импортных показателей над экспортом, наверное, немного будет сложновато, и вот эту динамику нужно будет сохранять, и по возможности по концу будущего года, может даже и выйти на более высокий объем.
Это экспортно ориентированные предприятия наши, которые на 2,5 миллиарда практически увеличивают свои возможности. Виноводочная, сельское хозяйство. Вице-премьер Беслан Эшба заметил, что увеличение показателей свидетельствует о выводе бизнеса из тени. Практически по всем позициям по совокупному объему идет рост. По прибыли предприятий тоже, что качественный показатель, зачем предприятия работают, и они работают, не показывают доходы и прибыль или показывают. Все-таки, когда присутствует рост, всегда можно говорить, что люди начинают показывать свои доходы, и они существенно растут. 23% роста прибыли – это хороший показатель, не каждая страна может похвастаться на самом деле. Также хороший показатель у нас по росту фонд заработной платы, более 300 миллионов рублей. Небольшое снижение есть, что касается нормы прибыли по строительству. Действительно, здесь сказано было о том, что из-за того, что были введены конкурсные мероприятия по торгам, значит, по выигрышу тех или иных подрядных работ, естественно, тогда предприятия за счет своих доходов, за счет своей прибыли начинают конкурировать, поэтому здесь доля прибыли уменьшается. В общем, картина такая, что мы по совокупному более 5 миллиардов рублей, это очень существенный рост. Индикативный план на 2017 год разработан в соответствии с законом о государственном прогнозировании и согласован с заинтересованными органами госуправления, с районными администрациями. После обсуждения члены правительства приняли индикативный план социально-экономического развития Республики Абхазия на 2017 год. Главный документ, без которого невозможно формирование бюджета страны на будущий год. Еще один вопрос рассмотрели члены правительства. Начальник государственного управления по вопросам землепользования и кадастру Адам Урахуба представил проект постановления о переводе земельного участка на территории госдачи в Новом Афоне из категории земли специального назначения в категорию земли населенных пунктов для строительства детского сада. Так как на территории города было практически невозможно подобрать землю под строительство садика с соответствующей площадью, было принято решение о выделении части территории государственной дачи под строительство детского садика. Этот вопрос прошел согласование в администрации президента и управлении государственными дачами. Члены правительства единогласно проголосовали за проект, а после того, как его одобрят и парламентарии, с начала будущего года подрядчики приступят к строительству детского сада в Новом Афоне, на которое предусмотрено по инвестпрограмме 140 миллионов рублей. Амра Амичбаста Мургошба, Абхазское телевидение. Исполняющий обязанности заместителя генерального прокурора Республики Абхазия Нона Исмыр утверждено обвинительное заключение и направлено в суд города Ткорчал уголовное дело, возбужденное в отношении экс-главы администрации Ткорчальского района Тимура Гогуа, сообщает официальный сайт Генпрокуратуры Абхазии. Тимур Гогуа предварительным следствием обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 288 Уголовного кодекса Республики Абхазия, превышение должностных полномочий, привлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, либо охраняемых законом интересов общества и государства. Сегодня в Гулрыбском районном суде рассматривалось 7 ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении должностных лиц и сотрудников МВД, задержанных по подозрению в причастности к побегу заключенных Гурама Инапшба, Реваза Угрихилидзе и Бачуки Латария из Дранского следственного изолятора в ночь с 30 на 1 октября. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры в отношении 6 сотрудников правоохранительных органов, начальника СИЗО Геннадия Чхетия, оперативных дежурных Грачика Саакяна и Сурена Буюкляна, а также сотрудников МВД Тимураза Чеппа, Мираба Вуба, Аванеса Аракеляна, Макара Биния и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 месяцев. В отношении начальника режимного объекта Дмитрия Айба суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 72 часа. В подразделениях Абхазской армии продолжается летний период обучения по боевой и морально-психологической подготовке личного состава. В рамках этой программы военнослужащие артиллерийской группы Министерства обороны Республики совершили марш-бросок на военный полигон Цабал. С 4 по 15 октября в населенном пункте Цабал будет проходить полевой выход артиллерийских подразделений и частей, где будет отрабатываться занятия по специальностям механиков-водителей, по специальной подготовке, по технической подготовке, по работе личного состава при орудии, слаживание расчетов, взводов, батарей.
Делегация МИД Абхазии прибыла в Женеву для участия в 37-м раунде международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Делегацию Абхазии возглавляет исполняющий обязанности заместителя министра иностранных дел Кан Таня. На очередном раунде женевских дискуссий будет продолжена работа по достижению юридически обязывающего договора о неприменении силы как основной цели женевских дискуссий. Работа традиционно будет проходить в двух группах – по безопасности и по гуманитарным вопросам. В Сухуми начались третьи международные иналыповские чтения. Участие в них приняли ученые из России и ряда других стран. В рамках мероприятий, которые продлятся 3 дня, пройдут работы по 5 секциям. 6 октября, в заключительный день иналыповских чтений, состоится итоговое пленарное заседание, на котором будут заслушаны отчеты руководителей секции. Сария Смыр расскажет о работе первого дня чтений. Иналыповские чтения, ставшие уже традицией в жизни Абхазского института гуманитарных исследований, представляют собой научный форум, посвященный выдающемуся абхазскому этнографу, кавказоведу, доктору исторических наук Шалве Иналыпа. Шалву Денисовича Иналыпа можно назвать одним из величайших представителей научной интеллигенции XX века. Всю свою жизнь он посвятил развитию национальной науки и своему народу. Наряду с этнографическими трудами в его научном наследии имеется ряд бесценных исследований в области антропологии, истории фольклора и литературоведения. Шалва Денисович Иналыпа – один из крупнейших наших ученых, выдающийся этнограф, крупнейший абхазский этнограф, чьи работы в области этнографии Абхазии, вопросы этнокультурной истории и многие другие вошли в золотой фонд абхазской, да и вообще, наверное, кавказоведческой науки. Он занимался не только этнологией. Работы Шалвы Денисовича по истории, по литературоведению, литературной критике, фольклористике, языкознанию вошли. Без них невозможно представить абхазскую науку в целом. В работе научного форума принимают участие видные ученые из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России, а также гости из республик Северного Кавказа. Выступающие говорили о многогранности абхазского ученого. Не было ни одной сферы этнической культуры абхазов, которая не стала объектом изучения Шалвы Денисовича, отмечалось в выступлениях. Основная цель форума – затронуть все эти сферы. Работа на чтениях ведется по 5 секциям. Это культура, этногенез, проблемы Кавказа, литература и искусство, языкознание. Ранние письма молодого Шалвы Денисовича Иналыпа, они ярко характеризуют одну из самых таких вот привлекательных его черт, великих его черт как личности. Это работоспособность. Не просто работоспособность, а вот тяга к труду, к ежедневному труду, к созиданию, к мысли, к поиску нового знания, которые сопровождали Шалву Денисовича буквально с первого до последнего дня его жизни. Советник президента Владимир Зантария зачитал поздравительное письмо от президента Рауля Хаджимба. Рауль Хаджимба высоко оценил вклад Шалвы Иналыпа в развитие науки Абхазии. Шалва Денисович Иналыпа по праву занимает достойную нишу в отечественной этнографии и историографии. Он широко известен в Абхазии за ее пределами как автор ряда основополагающих трудов, монографий, посвященных исследованию актуальных проблем соционормативной культуры, этногенеза и этнической истории абхазов. Работы Шалвы Иналыпа отличаются глубиной анализа, аргументированностью и масштабностью его взглядов, многообразием используемого источниковедческого материала. Исследовательские интересы Шалвы Денисовича затрагивали область литературоведения. В своих работах он анализировал пути развития абхазской литературы и становления жанрового разнообразия, отмечали ученые. Если говорить о его работе в области монографии, то работа «Очерки об истории брака и семьи у абхазов» является одной из важных в истории абхазской науки. Шалва Иналыпа – крупнейший литературовед и литературный критик. По вопросам абхазской литературы он издал до 10 монографий. Шалва Денисович – прирожденный этнограф-полевик. С конца 1930-х годов ежегодно совершал экспедиции в разные районы Абхазии
и собрал большое число этнографических, фольклорных и лексических материалов. К сожалению, значительная часть этих полевых работ вместе с другими его рукописями погибла во время поджога здания Абхазского института грузинскими боевиками. Крупные исследования Шалвы и Налыпа всегда вызывали отклики, порой весьма бурные, особенно у грузинских историков, которые спокойно не могли принять аргументированные выводы ученого, в частности по этногенезу абхазов. На сегодняшний день список опубликованных работ Шалвы и Налыпа увеличивается. Выходят в свет ранее не опубликованные рукописи ученого, а его научное наследие не теряет своей актуальности. Участники конференции высказали идею воздвигнуть в Сухуми памятник известному ученому и этнографу Шалве Денисовичу и Налыпа. После первого пленарного заседания участники конференции разделились на секции. К примеру, в первой секции «Культура и быт народов Кавказа. Традиции современной трансформации» доктор исторических наук, профессор кафедры этнологии МГУ Лидия Заседателева рассказала о вызовах современной антропологии и этнологическом образовании. В другой секции ученые обсуждали проблемы современного развития Кавказа от Черноморья до Каспия. Одним из основных докладчиков здесь был доктор филологических наук Вячеслав Чирикба, который представил работу «Современные убыхи в Турции». В среду иналоповские чтения будут продолжены. Сария Смыр, Беслан Хинджерия, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Сегодня в Институте ботаники открылась международная научная конференция, посвященная климатическим изменениям в морских экосистемах. Проводит ее Академия наук Абхазии совместно с Южным научным центром Российской академии наук. Участников конференции, которая продлится до 7 октября, поприветствовал президент Рауль Хаджимба. В научном форуме принимают участие ученые, проводившие экологический мониторинг и исследования на морском шельфе Абхазии. Сима Аргун продолжит тему. Каково состояние морской экосистемы Абхазии? Этот вопрос актуален на фоне глобальных изменений климата. Гидробиологическими исследованиями акватории Черного моря на территории нашей страны занимаются сотрудники Института экологии Абхазии совместно с коллегами из России. По результатам исследований ученых на состояние морского шельфа Абхазии главным образом влияют климатические аномалии. На конференции ученые делились результатами своих исследований. Опыт и знания российских коллег в изучении морского шельфа нашей страны очень нужны. Изучение, исследование морских ресурсов, морских возможностей, значит, это для нас очень важно, очень актуально и просто необходимо. И в этом, мне кажется, вот как знак, как знаковое, как значимое событие, считаю, она так и проходит, наша вот нынешняя сегодняшняя конференция. Основная тема конференции об индикаторах климатических изменений в морских экосистемах. Океанолог Геннадий Матишов рассказал в своем докладе о влиянии потоков атлантических вод на европейские моря. По словам академика, ученых наших стран схожие проблемы. Главная задача – найти правильные пути их решения. Специалистов Абхазской академии наук, Российской академии наук, нас ведь никто не ставит в известность. Мы уже постфактум узнаем. Вот. Никто с нами не обсуждает ущерб, потому что ущерб самое главное. Ущерб от новых проектов, которые все равно делаются. Слайд. Здесь показано, что мы этим занимаемся серьезно. Ну, это вот, видите, как мы детально работаем. Арктика – это же большое. Вот если взять земли Франца Иосифа, вот там на севере, и Мурманск, это 2000 километров. Это примерно расстояние, как от Москвы до Мурманска. Или как от Мурманска до Сочи. Это только с севера на юг Баренцево море. Столько же, это громадные моря. Академик Январ Биекба в своем выступлении говорил о глобальных и региональных изменениях климата и их воздействии на прибрежные экосистемы Абхазии. Происходит увеличение концентрации углекислого газа. Оно продолжается, это увеличение концентрации углекислого газа. Увеличивается концентрация других парниковых газов, метана. Но многие исследователи считают, что основную роль все-таки в парниковом эффекте и вообще в процессах, происходящих в атмосфере, играет водяной пар. Академик Матишов, председатель Южного научного центра Российской академии, стал иностранным членом Академии наук Абхазии. От научного сообщества нашей страны гостю вручили посох. Атрибут и символ мудрого человека, старейшин. Это символ
воина. Сима Аргун, Беслан Джанджулия, Абхазское телевидение. А сейчас о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 15-17, днем 28-30 тепла. Температура моря плюс 23. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до скорой встречи в эфире.